Пройти мимо этих ящиков, особенно если они не пустые, кажется просто невозможно. Хотя вполне реально освободить их и сэкономить несколько килограммов бумаги с помощью электронной почты. В 21 веке все счета, газеты и буклеты можно найти в интернете. Добрый день, сегодня у нас акция, гостям, кто приходит со своей игрушкой, кофе в подарок. Хорошо, давайте. Проживая один день без бумаги, можно отлично сэкономить не только на деревьях, но и на своих расходах. Сразу несколько казанских кофеен делают скидки на напитки, если вы отказываетесь от бумажных стаканов. Коллеги, у нас сегодня сломался принтер, поэтому вся работа в электронном виде. Таким образом, можно подключить к акции и своих коллег. Между прочим, каждый офисный сотрудник в месяц тратит до 13 килограммов бумаги. Заменить их спокойно может пару мегабайт в Word. Если же вам необходим традиционный вид листа, то после его использования бумагу можно сдать на вторичную переработку. В Казани в ближайшее воскресенье будут работать мобильные пункты сбора макулатуры. Автомобиль с хэштегом «Экологично Казань» на полчаса остановится в каждом районе столицы. Блокнотики, салфетики, всякие ежедневники, да, можно же от этого отказаться. Можно без этого прожить. Вот, давайте на этой неделе откажетесь? Нет. Нет. А вы? Нет, я без ежедневника жить не могу. Вот. Нет, это она пахнет классно, бумага. Конечно, полностью отказаться от бумаги человеку пока сложно, но загладить вину перед природой можно, просто посадив несколько деревьев. Салават Мухаммадуллин, Ишат Мухаметов, ТНВ, Казань.